Оттепель в российско-американских отношениях. Лавров вспоминает Обаму и радуется звонку из Вашингтона и говорит о мире, а в Украине в шоке от требований США. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Переговорщики уже мчат навстречу в Саудовскую Аравию. Западная пресса пишет о переговорах на Ближнем Востоке, куда Украину не пригласили. В Киеве сделали жесткое заявление. Что происходит? Фронт кипит. В Генштабе ВСУ заявляют об увеличении количества штурмов со стороны РФ. 250 атак лишь за сутки. Детали. Признание Кремля. У Путина заговорили о мире в Украине. До встречи с Трампом пошел отчет. В Париже собирается экстренное совещание. Для чего? Атака в европейской стране, почему мытье головы в салоне красоты может закончиться инсультом и что известно о землетрясении в Украине. Обзор важных новостей. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Штурмов в 2 раза больше, чем еще несколько дней назад. Российские оккупанты продолжают лить огонь по Украине, атакуют с новой силой, говорят в Генштабе ВСУ. Украинские военные сообщают о нескольких сотнях боевых столкновений. С каждой минутой наступление все жестче. За сутки на линии фронта РФ задействовало 1385 дронов «Камикадзе» для ударов по позициям ВСУ. В огне Харьковская область. Враг штурмует Волчанск и Казачью Лопань. На Купянском и Лиманском направлениях настоящие кровавые сражения. Все они остановлены, уверяют в Украине. Не менее сложная ситуация и в Донецкой области. Мониторинговый канал Deep State сообщает о продвижении россиян в районе 6 населенных пунктов под Донецком. Военные аналитики считают, что подобная интенсивность боев связана с предстоящими переговорами. Пытается показать, что он имеет приоритет на фронте, что он имеет конкретные уже новые перспективы наступательных операций и что в процессе переговоров он будет диктовать условия мира. Это позиция России. Поэтому резкое увеличение – это на ответ на то, что в ближайшие буквально день-два будут проходить переговоры с американцами, возможно, перспективы с участием уже Украины. И поэтому формат давления, что у него еще есть силы и средства для наступательных операций, он хочет демонстрировать. Тактика Трампа будоражит европейцев. Макрон созывает экстренный саммит в Париже. Уже в понедельник в столице Франции за закрытыми дверями будут обсуждать вопрос, что делать дальше, к чему могут привести методы президента США. У президента Трампа есть метод работы, который русские называют разведка боем. Ты наступаешь, смотришь, что происходит, а потом меняешь позицию. И нам нужно отреагировать. Издание «Политика» пишет, что до конца не ясно, будут ли на встрече присутствовать все лидеры ЕС или только небольшая группа стран. Действия Трампа, а вместе с тем и действия Путина уже обсуждают за спиной европейцев госсекретарь США вместе с главой российского МИДа Лавровым. Накануне они провели телефонные переговоры. В РФ заявляют, что звонок инициировал Вашингтон. И вообще, пришло время для перезагрузки отношений. В Москве вспомнили даже Барака Обаму, который, по мнению Лаврова, начал линию ужесточения условий работы дипломатических миссий в США. В РФ говорят, что теперь контакты с Белым домом будут регулярны, и все изменится. Взят новый курс. Тем временем в Госдепе США очень сухо отчитались о переговорах с Лавровым. Говорят, что разговор Рубио с главой российского МИДа – это продолжение линии общения, которую задали Трамп и Путин. Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа поиску пути прекращения конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов. Буквально через неделю будет месяц после того, как Трамп вернулся в Белый дом, а уже столько событий и контактов, которых у РФ и Лаврова не было в последние годы. Как вам такой поворот событий? Пишите в комментариях. Саудовская Аравия встретит высокопоставленных представителей администрации Трампа, а еще российских и украинских переговорщиков. Об этом пишут сразу несколько западных изданий. «Политика» уточняет, что Майк Уолтс, Марко Рубио и Стив Уитков прибудут на Ближний Восток, чтобы начать переговоры с российскими и украинскими делегациями о завершении войны. Эта встреча может стать важным моментом в стремлении Трампа к мирному процессу, а также первой крупной встречей представителей России и Украины с начала войны в 2022 году.
Но Киев в замешательстве. Представители Украины утверждают, что для них эта новость стала полнейшей неожиданностью, и пока никаких планов по отправке делегации в Саудовскую Аравию не обсуждается. Несмотря на важность переговоров, специальный посланник Трампа по Украине генерал Кит Келлог также не примет участие в обсуждениях, пишет Политика. В офисе президента Украины сделали еще и такое заявление. Немає ніяких переговорників України, які будуть там представляти Україну в Саудівській Аравії. На сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було б обговорювати. Росія не готова до переговорів. Росія не хоче переговорів, вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше – це оперативну паузу для того, щоб доапгрейдити свою армію. Друге – для того, щоб підвищити ультимативні вимоги. І третє – щоб знову ж таки проспекулювати на темі санкцій. А Bloomberg тем временем пишет, что эта встреча в Саудовской Аравии станет своеобразным фундаментом для будущих переговоров Трампа и Путина, которые могут пожать друг другу руки до конца февраля, то есть в течение ближайших 2 недель. Авторы материала уточняют, что Путин собирает команду политических тяжеловесов, которые имеют многолетний опыт ведения переговоров. В частности, это Юрий Ушаков, Нарышкин, а также Кирилл Дмитриев, финансист, который входит в близкий круг семьи Путина. Песков заявляет, что сейчас РФ прикладывает особые усилия для будущей встречи. В Кремле также заявили, что контакты Вашингтона и Москвы – это особый сигнал. Теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога. И теперь будем говорить о мире, а не о войне. Ведь что было с предыдущей администрацией? Никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа, решаем проблемы через диалог. Никакой войны, нужен мир. Может ли быть длительным и прочным мир после подписания соглашения с РФ? Друзья, вы часто в комментариях вспоминаете, что и Америка, и Россия были подписантами Будапештского меморандума и 30 лет назад давали гарантии Украине. Как считаете, как верить в заключение новых сделок уже сейчас? К тому же уже известно, Украина отклонила запрос администрации Трампа о передаче 50% своих минеральных ресурсов, что стало сенсацией и вызвало бурю негодования в европейских дипломатических кругах. Но Киев отказал временно, ведь пока не увидел в документе ничего о гарантиях безопасности. Издание «Вашингтон-Пост» раскрывает детали. Другой высокопоставленный украинский советник сказал, что был поражен масштабом требований администрации Трампа. Он сравнил это с тем, как европейцы делили африканские колонии в XVIII веке, добавив, что это может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет передано на десятилетия без каких-либо гарантий, что инвесторы действительно займутся их разработкой. Смерть от рук мигранта. В Австрии сириец зарезал 14-летнего подростка и еще нескольких прохожих ранил. Жертв могло быть намного больше, ведь события произошли на одной из улиц города Филах. Обезоружил убийцу другой сириец, который работает курьером. Он просто наехал на преступника автомобилем. При задержании, пишут СМИ Австрии, 23-летний беженец, который, кстати, выжил после наезда машины, показывал жест, похожий на религиозное приветствие, подобное тому, что используют в ИГИЛ. При нынешнем положении дел 42-летний курьер поступил правильно. Он выехал навстречу подозреваемому и таким образом предотвратил дальнейшее нападение. В настоящее время он допрашивается в качестве свидетеля, и мы увидим, в какой степени это действительно помогло ему положить конец этому преступлению. Но на данный момент мы должны исходить из того, что свидетель был абсолютно прав. Напомню, в Мюнхене мать и 2-летний ребенок погибли в результате теракта. В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности афганский мигрант-исламист, которого должны были депортировать, протаранил на авто толпу людей. Пострадали более 20 человек. Землетрясение в Украине. Главный центр специального контроля сообщает, что подземные толчки зафиксировали в районе села Браилки, это Полтавская область, магнитуда 3,1. Очаг землетрясения располагался на глубине 2 километров. Разрушений никаких. В Украине заявляют, что по классификации землетрясений нынешнее было неощутимым. Ранее команда «Нехта» рассказывала, что мощное землетрясение произошло накануне на Алтае, задев при этом 2 области Казахстана. Кроме того, внимание ученых приковано к череде землетрясений на острове Санторини.
Смертельная опасность в парикмахерской. Мытье головы в салоне может привести к редкому, но опасному состоянию – синдрому инсульта в парикмахерской. Об этом пишет издание «Independent» со ссылкой на исследования ученых. Поза, в которой люди обычно сидят, когда моют голову в салоне, то есть запрокидывают ее назад, может привести к блокировке кровотока в мозг, что в свою очередь вызовет инсульт. В зоне риска люди старше 50 лет или те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Последствия такого инсульта в салоне красоты тяжелейшие. Головокружение, тошнота, паралич. Симптомы могут проявиться не сразу. Инсульт может настигнуть с задержкой, а ошибка в диагнозе делает эту ситуацию еще более опасной, пишет издание со ссылкой на исследование. Что делать, спросите вы? Авторы материала уточняют, не сидеть долго в таком положении, а если почувствовали дискомфорт, не молчать, изменить положение или попросить поддержать шею. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.